главного национального канала продолжает программа «Новый день». Я и мои коллеги желаем вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. День недели среда, 20 января на календаре. Сегодня отмечается Международный день принятия, день прогулок на свежем воздухе, а также удивительный день совпадений. А тем временем в республике продолжают держаться 50-градусные морозы. Сколько они еще продержатся, пока неизвестно. Ну а что нам готовит погода сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 40, минус 55 градусов. Днем ожидается 37-49. В Заречье минус 38, минус 55 утром, днем минус 37, минус 46 градусов. В южных Улусах минус 25, минус 30 утром, днем ожидается минус 24-27. В Вилюйских Улусах минус 46-48 утром, днем минус 43-44 градуса. В Нижнеленских минус 42, минус 55 утром, днем минус 41, минус 51 градус. В западных Улусах минус 39, минус 47 утром, днем минус 34, минус 45. В Колымо-Идзигирских минус 30, минус 46 утром, днем минус 30, 45 градусов. В Янских Улусах минус 39, минус 41 утром, днем минус 35, минус 38. В северо-западных минус 31, минус 55 утром, днем минус 30, минус 53 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 50 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, туман. Днем в городе Якутске ожидается минус 45, минус 47 градусов. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пишите на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Делитесь с нами хорошим настроением и поздравляйте друг друга. Ну а далее передаю слово коллегам из информационной службы. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Более чем в трети российских регионов зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% жителей страны. Это более 86 миллионов человек. Медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. По ее словам, медикам, работавшим с зараженными коронавирусом пациентами, положена льгота на покупку машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей. Также у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне и пользуется большой популярностью. Россияне, которые уйдут на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии. Как показал опрос граждан 45-60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах. Ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45 600 рублей, что примерно в 3 раза больше, чем средняя пенсия на этот год.
Минздрав России изменил порядок работы больниц. Новые правила касаются как сотрудников медучреждений, так и их посетителей. Так расширен функционал офтальмологических отделений. Наряду с остальными кабинетами будут работать кабинеты оптометрии и специальной коррекции зрения. В них будут подбирать клиентам очки или линзы при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Другое новшество касается приема беременных. Теперь вместо 3 обязательных УЗИ-исследований будущим мамам положено делать только 2. Чиновники изменили и перечень ситуаций, которые позволили бы направить больного на лечение в федеральный центр. Теперь лечащий врач обязан выписать такое направление и в случаях, когда у человека наблюдается нетипичное течение болезни, а также процедуры в клинике оказались неэффективными. Количество безналичных платежей выросло на 22% в Якутии в 2020 году. За 9 месяцев по банковским картам, выпущенным в республике, было совершено более 186 миллионов операций на общую сумму 271 миллиард рублей. Количество покупок через интернет увеличилось в 5 раз, а их сумма в 7 раз. Основную долю, 95%, якутяне использовали для оплаты товаров и услуг. За год показатель вырос на 4%. Шорт-лист 10-й региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Дальний Восток вошли 8 проектов из Якутии. Публичная защита проектов финалистов и объявление победителей пройдет 26 января в режиме прямой трансляции. В финал прошли всего 20 участников из Владивостока, Находки, Хабаровска, Якутска, Мирного, Улан-Удэ и Благовещенска. Победители представит Дальний Восток на федеральном этапе конкурса. Якутяне участвуют в 5 номинациях с такими проектами, как фестиваль «Зима начинается с Якутии», челлендж «Покорители холода», автопробег из Питера в Мирный и другие. Над этим проектом продолжает работать большая команда наша, медиакомпания «Алмазный край», это компания «Алроса». Да, я хочу поблагодарить тех людей, которые принимают и принимали участие непосредственно в этом проекте. Такой проект, он должен обязательно еще раз состояться, и неоднократно он должен стать традиционным. Мы сейчас такие оказались первопроходцами, прорубали окно в Якутию газовое. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Всем известно, что снежинки – это уникальные композиции из крошечных кристаллов. И нет 2 абсолютно одинаковых снежинок. Запечатлеть уникальный дизайн снежинок с помощью фотографии бывает очень непросто. Однако одному фотографу это удалось. Натан Мирвалд своими работами доказывает, что это сделать возможно. Конструкция снежинки легко разрушается от малейшего воздействия тепла или прикосновения, поэтому известному фотографу пришлось разработать специализированную камеру для того, чтобы снимать самые технически совершенные изображения снежинок из когда-либо созданных. С помощью своей особой камеры он сделал потрясающие снимки нежных снежинок в таком высоком разрешении, в каком не делал никто ранее. Чтобы получить эти идеальные снимки, необходимо было учесть много факторов. Чтобы избежать таяния или сублимации снежинок, изображения были сделаны прямо на том месте, где они выпали. Используя специальный фотоаппарат собственной разработки. К самим съемкам художнику пришлось готовиться больше года. А в зоопарке Филадельфии появилась на свет драгоценная мартышка. Обезьяна, исчезающего в дикой природе вида лангур Франсуа. Потому новорожденной дали имя Куи-Бао, что и в переводе означает «драгоценная». Сейчас за ней тщательно следят. Когда Куи-Бао подрастет, а температура воздуха в городе поднимется до 40 градусов тепла, посетители зоопарка смогут увидеть обезьянку вживую. Вот такая вот прелесть. Ну а далее предлагаю ознакомиться с астрологическим прогнозом на день 20 января.
Овен, можно идти на поводу своих желаний. Если вы не хотите с кем-то встречаться или выполнять неприятные вам поручения, можете с чистой совестью этого не делать. Там, где удастся переложить свои обязанности на плечи коллег и близких людей. Телец. Возрастет вероятность разрыва в отношениях со старыми знакомыми, а все из-за необязательности их или вашей. Не спешите и хорошенько все обдумайте. Близнецы, пришло хорошее время для раскрытия своих способностей. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу. В помощи окружающим отказывать не стоит, но не позволяйте собой манипулировать. Единственное предостережение – не пренебрегайте правилами техники безопасности. Рак. Вы можете понести убытки, если сейчас возьметесь за решение материальных проблем. Если у вас есть автомобиль, то будьте аккуратнее при вождении, не оставляйте кошелек без присмотра, не берите в долг. Лев, не обращайте внимания на маленькие недоразумения. Какие-то планы будут срываться из-за того, что вам не хватит времени на их осуществление. Выделите наиболее важные дела и займитесь воплощениями их в жизнь. Сейчас идет хорошее время для шопинга. Дева, постарайтесь избежать конфликтных ситуаций, так как в спорах и ссорах вам вести не будет. На данном этапе больше подойдет обходная тактика. Если попытаетесь давить или что-то требовать от подчиненных или партнеров, то получите волну раздражения и непонимания. Весы. Сейчас идет неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Чем меньше контактов у вас будет, тем удачнее пройдет день. Окружающие могут стать для вас источником разнообразных неприятностей. Даже дружеское общение способно обернуться проблемами, не говоря уже о случайных знакомствах. Скорпион, нельзя расслабляться и плыть по течению. Постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы. Это отличное время для откровенного разговора со своей половинкой. Временные шероховатости будут устранены совместной работой по дому. Удачный период, чтобы наладить отношения со старшими родственниками. Стрелец, этот день не подходит для активных действий. Не беритесь за сложные дела, не принимайте серьезных решений, а возьмите небольшой тайм-аут, чтобы определиться со своими целями и возможностями. Воздержитесь от обсуждения или осуждения людей своего окружения, иначе конфликта будет не избежать. Козерог, не делитесь своими сокровенными мыслями даже с друзьями. Есть опасность утечки информации, возможно, это будет использовано против вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают. Уделяйте больше времени и внимания пожилым членам семьи. Водолей, вполне вероятно, что вы чувствуете себя разбитыми, и особого желания работать у вас нет. Не мучайтесь, лучше дайте себе передышку, а затем с новыми силами вы сумеете быстро наверстать упущенное. Многие встречи, которые вы ждете, могут срываться по независящим от вас причинам. Рыбы, если вы уже долгое время бьетесь над решением какого-либо вопроса, сейчас у вас появится возможность решить его в свою пользу. Старайтесь не падать духом, избегайте волнений. Этот день хорошо использовать для начала комплекса оздоровительных мероприятий. В начале дня возможно покушение на ваш кошелек. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване Арго. Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Ноутбуктарга сүйбе біргенге чепчати. Респект, Джокускай, Ленин проспеган отут алтата. Внимание, ЕГЭ. Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. Учебный центр «Спасатель» стал победителем конкурса президентских грантов Российской Федерации. В рамках реализации данного проекта учебный центр будет обучать добровольцев и волонтеров основам оказания первой помощи, поиска и спасения пропавших. Подробнее о проекте и о работе данного центра нам сегодня расскажет директор центра Елена Якунина. Елена Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что представляет ваша организация и кто в ней трудится?
Ну, знаете, наш учебный центр «Спасатель» – это некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. Основная деятельность лежит в векторе добровольческого движения. По сути, учебный центр – это команда единомышленников и, надо подчеркнуть, добровольцев, которые посвящают свое время другим людям, обучая их навыками спасения и оказания помощи терпящим бедствия. В этой команде есть и врачи, педагоги, профессиональные спасатели, альпинисты, спортивные туристы и ориентировщики. Уровень инструкторского преподавательского состава сегодня позволяет готовить спасателей различного уровня и специализации. Мы также в качестве соорганизаторов и членов жюри принимаем участие в этапах Всероссийской олимпиады ОБЖ среди школьников и студентов, WorldSkills по спасательным работам, юноармейском движении, в открытых уроках и других акциях по безопасности. Ну, знаю, что вами реализовано несколько проектов. Какие из них вы считаете более значимыми? Ну, из 3 проектов, которые нам удалось успешно реализовать, думаю, надо упомянуть проект 2018-2019 года «Найти, значит, спасти», который был поддержан фондом президентских грантов. В рамках этого проекта были созданы и оборудованы оргтехникой и современными учебными комплексами классы в Нерюнгри, Верхневилюйске, Нюрбе, Среднеколымске и Тамоте. Помещение предоставили Республиканская служба спасения на базе своих поисково-спасательных отрядов и учебное заведение указанных районов. В итоге мы обучили 1354 добровольца по программам «Волонтер первой помощи», «Тактика поиска в природной среде», «Волонтер-спасатель». Команда проекта и обученные добровольцы охватили мастер-классами свыше 4000 школьников и студентов, а кто-то из ребят принимал участие в поисковых операциях вместе с профессиональными спасателями. Хочется привести пример, когда в мае 2020 года 4 наших добровольца-спасателя в течение 4 часов боролись и локализовали лесной пожар на участке более гектара. Это достаточно большой объем, да? Это было напротив национального парка Ленские столбы. А когда пожар удалось остановить, они организовали дежурство и сдали его только по прибытию пожарных авиалесоохраны. Надо сказать, что борьба с лесным огнем не только трудное, но и опасное дело, с которыми ребята справились без потерь. Конечно. А это как раз именно то, ради чего и работает наша команда. Елена Олеговна, а если подробнее остановиться как раз-таки вот о новом проекте, который получил грант Российской Федерации? Ну, собственно, этот проект является логичным продолжением проекта «Найти, значит, спасти». Новый проект называется «Знание. Путь безопасности». Суть проекта заключается в создании доступной образовательной среды для обучения основам безопасности жизнедеятельности, действиям в чрезвычайной ситуации и оказанию первой помощи. И первое, что мы должны сделать, это создать информационно-образовательный портал с применением дистанционной системы обучения, чтобы участники проекта получили возможность обучения в любое время, в любом месте, с любых девайсов, без отрыва от основной деятельности. А уже практику проходили бы с последующей практикой в наших учебных классах в районах республики. Конечно, очень сложная задача наполнить портал содержательным и интересным контентом, сделать его привлекательным для всех возрастов и профессий. Поэтому
мы приглашаем на нашу электронную площадку другие некоммерческие организации и будем рады сотрудничеству. А следующая задача – это открыть учебный класс по обучению населения в арктической зоне республики, в поселке Чекурдах. Кстати, инициатива его создания принадлежит администрации Алайховского улуса. И надеюсь, что в марте мы оснастим уже класс этот оргтехникой, тренажерами там, и дидактическими модулями. Третьей задачей проекта – это наладить учебный процесс, конечно. Вот. Наладить учебный процесс путем эффективного баланса между дистанционным обучением и практическими занятиями. Что немаловажно, проект был активно поддержан органами исполнительной власти республики. Главное управление МЧС по республике направило письмо поддержки, а с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям и Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности заключены соответствующие соглашения. Также соглашение о взаимодействии подписано со службой спасения нашей республики. Это говорит об актуальности проекта, но и накладывает особую ответственность за его реализацию. Так что будем работать. Что ж, Елена Олеговна, благодарю вас за беседу. Спасибо вам за подключение. Конечно, желаю успехов вам дальнейших в вашей работе. Ну и всем добровольцам и волонтерам также успехов. Якутские бойцы ММА Октябрин Яковлев и Узаир Абдураков подписали контракты с Лигой Eagle Fighting Championship, промоушеном Хабиба Нурмагомедова. На прошлой неделе в нашей программе гостил президент Саха Рестлинг ММА Иван Хлопков. Мой коллега Максим Гоголев при встрече с Иваном в шутку выразил желание спарринговать со спортсменом. Что из этого вышло, узнаем в следующем материале. Так, надо сразу показать, кто тут кто. Правый, левый, апперкот. О, он уже пришел? Все, не сдаемся. Надо собраться. В конце концов, он тоже человек. Ну все, погнали. На самом деле мы с Иваном встретились не выяснить отношения, а за тренировочным процессом поговорили о якутских борцах и о том, что может из национальных видов спорта поспособствовать им. Знаете, что, я думаю, помогает? Вертушка, знаешь, что такое вертушка? Тутумергир. Вот это я раньше очень много раз делал, потому что я в свое время выступал по национальному многоборью на районных соревнованиях, и каким-то образом мне счастливилось попасть в сборную своего района, и я выступал на республиканских турнирах. Там не только выносливость, там, я думаю, силовая выносливость, гибкость. Да. И, конечно же, хапсагай наш. Эту борьбу надо еще использовать в бою. Умом работать, да? Да, умом. То есть твой мозг должен все совмещать одновременно. Каким качеством должен обладать чемпион? Должна быть дисциплина и стабильность. Это залог успеха профессионального спортсмена. Я думаю, не только профессионального, но и любительского вида спорта. Но это самый путь к вершине. Если ты соблюдаешь вот эти два качества, стабильность и дисциплина, у тебя рано или поздно что-то получится. Ну, конечно, хочется вспомнить яркий бой на битве над Туймадой. И один прекрасный день один промоутер залетает к нам в зал. Ну, он часто заходил к нам. Смотрел и сказал: за 3000 подеретесь. Я говорю: проблем нет, говорит, я готов. Такой был ажиотаж. Зал 50 лет победы, который спортивный комплекс, он был полностью забит. Все ходили там, эти бойцы наши какие-то. Да, вот так все ходили. Я думаю, ух ты, думаю, оказывается, вот оно как-то. Кто-то заходит, там, сломанный нос, у кого-то сечка, кто-то радостный заходит. И думаешь, сейчас скоро мой очередь будет. Я не знаю, в каком состоянии я вернусь, не знал же тогда. Ну, представлял уже. Были легкие мандражи, конечно. Но сейчас, конечно, уже по-другому.
После беседы с представителем, казалось бы, жестокого, подчас свирепого спорта, хочется сказать, что это не ярость и безумие. Это в первую очередь культура и интеллектуальность. Так что, друзья, мои земляки, занимайтесь спортом. Не только вот спорт, это не обязательно там единоборство, там, ну, занимайтесь легкой атлетикой, занимайтесь скандинавской ходьбой, допустим, да? Занимайтесь многоборьем. Пожелаем якутским легионерам крепости и побед. Максим Гоголев, Арсен Степанов. Новый день. Якутск. Здоровая нация, сильная нация. Да, действительно, присоединюсь к словам. Обязательно занимайтесь спортом. Неважно каким, главное, занимайтесь физическими упражнениями. Мы продолжаем. Создан уникальный интернет-сервис, который позволяет переводить тексты на шрифте Брайля в буквенный формат. Более подробно о данном сервисе мы сегодня поговорим с технологом Республиканской библиотеки для слепых Дмитрием Калашниковым. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. Ну, что это за сайт, да, и кем он был разработан? Интересно, расскажите нам. Сайт является онлайн-сервисом для распознавания языка Брайля. Разработан он Ильей Оводовым из Московской области. Это отец незрячей девочки. На данный момент аналогов не существует. Он такой один в своем роде, как сервис, как мобильная программа. Так, и... Мы используем... Но он был презентован буквально недавно, да? Да, несколько дней назад мы провели видеомост с различными учреждениями и показали, как он работает, показали нюансы, особенности и рассказали, как мы используем его в своей ежедневной работе. Дмитрий, а как работает данный сервис? Все ли желающие могут им пользоваться? Доступен ли он? Да, он общедоступен. Любой желающий может им воспользоваться. Адрес сервиса angelinareader.ru. Можете зайти через телефон, через мобильный телефон, планшет, компьютер и воспользоваться этим сервисом. Я могу сейчас продемонстрировать, как пользоваться им через свой сотовый телефон. Да, конечно, давайте, было бы интересно. Вот. Так, давайте отключим демонстрацию экрана. Сервис angelinareader.ru. Функционал пока начальный, как вы видите. Можете выбрать язык. Давайте оставим русский язык, согласимся на обработку нашей картинки. Это нужно для тестирования и для будущих разработок. Нажимаем «Загрузить файл». У меня уже готовая картинка на языке Брайля. Также можете сфотографировать, там есть кнопочка «Сделать фото» и получите картинку таким же образом. Смотрите, каждому символу Брайля соответствует определенная буква, и они ровненько лежат в том же месте, где язык Брайля. Также есть отдельно готовый текст. Можете сохранить, отправить по почте. Приложение очень удобное для работников, которые постоянно сталкиваются со шрифтом Брайля. Всегда можете перевести текст, который вам прислал незрячий читатель какой-нибудь, незрячий там, посетитель вашего учреждения, допустим. А также, если вы столкнулись с каким-либо документом на языке Брайля, можете сфотографировать и сразу же получить полнотекстовую версию документа. Здорово, действительно очень доступно. Стоит отметить, что специальные сервисы для незрячих, они развиваются наравне с другими, да, компьютерными технологиями. Вот в 2019 году библиотека разработала собственное приложение аудиокниги РБС. О нем подробнее расскажите нам. Да, мы в 2019 году закончили, наконец, наше приложение. Давайте я немного расскажу про книги. У нас есть специальная студия звукозаписи. Мы записываем свои книги, но мы эти книги можем распространять только на специальном тифлофлеш-плеере. И записывая их на флешке, распространяя их в удаленные районы. Это проблематично, и тем более, зачем это нам нужно теперь в цифровую эпоху. И мы решили сделать мобильное приложение, которое позволит уже людям онлайн слушать, когда они захотят, в удобное для них время. Так, и в конце 2019 года у нас уже было более 1000 книг, более 3000 прослушиваний и более 6000 посещений в нашем приложении.
Для нас это хорошие цифры, если считать, что незрячих по республике около 3500 людей. Но поскольку нашими читателями еще могут быть и люди, у которых затруднения при чтении книг, мы думаем, что эта цифра все-таки побольше будет, и нам есть куда дальше расти. Поэтому мы решили ее оптимизировать, собрали отзывы и создали вторую версию этого приложения. Давайте я покажу лучше, как она выглядит. Конечно. Мобильное приложение пока что доступно на платформе Android, но мы в этом году уже планируем выпустить версию для iOS. Это главное меню программы. Здесь у нас есть самые нужные для наших читателей. Допустим, поиск по книгам. Здесь вы можете ознакомиться со списком всех книг. Приложение оптимизировано для работы с программами озвучки, и вы всегда можете воспользоваться им полностью. Если человек не видит, если он слабовидящий, также для зрячих все удобно и понятно. Также есть офлайн прослушивание. Это очень нужная функция для наших читателей. Они очень просили ее, и вот мы внедрили. Приложение будет доступно на Play Market уже, новая версия приложения будет доступна уже через неделю или две. Мы заканчиваем тестирование и будем рады продемонстрировать новые возможности нашим читателям. Отлично. Ну, я думаю, эти темы мы сможем поднять и в эфирах нашей программы. Спасибо вам большое, Дмитрий, за подключение. Желаем вам дальнейших успехов в работе, реализации многих проектов. Спасибо. Спасибо. Ну а далее мы прервемся на небольшую короткую рекламную паузу, после чего поговорим подробнее о профессии диджея. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване Argo. Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Ноутбуктарга сүйбе бір хәңгәдері чәпчәти. Респект, Джокускай, Ленин проспеган 36-та. 20 января на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. У нас работает WhatsApp номер 8 914 279 2262. Делитесь с нами хорошими новостями и своим настроением. Ну а далее слово передаю коллегам из информационной службы. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Более чем в трети российских регионов зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% жителей страны. Это более 86 миллионов человек. Медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. По ее словам, медикам, работавшим с зараженными коронавирусом пациентами, положена льгота на покупку машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей. Также у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне и пользуется большой популярностью.
Россияне, которые уйдут на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии. Как показал опрос граждан 45-60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах. Ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45 600 рублей, что примерно в 3 раза больше, чем средняя пенсия на этот год. Минздрав России изменил порядок работы больниц. Новые правила касаются как сотрудников медучреждений, так и их посетителей. Так расширен функционал офтальмологических отделений. Наряду с остальными кабинетами будут работать кабинеты оптометрии и специальной коррекции зрения. В них будут подбирать клиентам очки или линзы при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Другое новшество касается приема беременных. Теперь вместо 3 обязательных УЗИ-исследований будущим мамам положено делать только 2. Чиновники изменили и перечень ситуаций, которые позволили бы направить больного на лечение в федеральный центр. Теперь лечащий врач обязан выписать такое направление и в случаях, когда у человека наблюдается нетипичное течение болезни, а также процедуры в клинике оказались неэффективными. Количество безналичных платежей выросло на 22% в Якутии в 2020 году. За 9 месяцев по банковским картам, выпущенным в республике, было совершено более 186 миллионов операций на общую сумму 271 миллиард рублей. Количество покупок через интернет увеличилось в 5 раз, а их сумма в 7 раз. Основную долю, 95%, якутяне использовали для оплаты товаров и услуг. За год показатель вырос на 4%. Шорт-лист 10-й региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Дальний Восток вошли 8 проектов из Якутии. Публичная защита проектов финалистов и объявление победителей пройдет 26 января в режиме прямой трансляции. В финал прошли всего 20 участников из Владивостока, Находки, Хабаровска, Якутска, Мирного, Улан-Удэ и Благовещенска. Победители представит Дальний Восток на федеральном этапе конкурса. Якутяне участвуют в 5 номинациях с такими проектами, как фестиваль «Зима начинается с Якутии», челлендж «Покорители холода», автопробег из Питера в Мирный и другие. Над этим проектом продолжает работать большая команда наша, медиакомпания «Алмазный край», это компания «Роса». Да, там. Я хочу поблагодарить тех людей, которые принимают и принимали участие непосредственно в этом проекте. Такой проект, он должен обязательно еще раз состояться, и неоднократно он должен стать традиционным. Мы сейчас такие оказались первопроходцами, прорубали окно в Якутию газовое. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. Благодарю своих коллег, а мы продолжаем. В первый раз слово «диск-жокей» прозвучало в 1935 году от американского комментатора Уолтера Уинчелла. Он использовал этот термин по отношению к радиоведущему Мартину Блоку, первому диджею, который стал впоследствии звездой. Позже это словосочетание сократили до привычной нам теперь аббревиатуры «диджей». Всемирный день диджея отмечается ежегодно 9 марта, а сегодня этот праздник отмечается в Америке. Наша республика не исключение, и эту профессию осваивают многие якутяне. И сегодня с нами на связи Михаил Антонов, в народе известный как диджей Ашими. Михаил, доброе утро. Всем привет. Добрым утром. Многие тебя знают. Расскажи, как начинался твой путь в мир диджеинга, и помнишь ли ты свое первое выступление? Первый раз, по-моему, я начал играть в 2006 году. Это было в школе еще, в национальной гимназии у нас работал всем известный Стас Ноев. И как бы он послужил тем, что я сейчас стал диджеем. До сих пор играю. Это ты сказал с 2006 года, да? Да, получается так. Ага. Ну, достаточно много. Вот это стало для тебя профессией или все-таки это хобби, увлечение? Я думаю, что это уже все как бы профессионально, как работа считается.
А профессия. почему Ашими? Откуда появился псевдоним? Это знает только Стас Ноев. Наверное, То есть это была его идея? Переставил и все придумал. От имени, да? Скорее всего, так. Ага, Михаил, а расскажи о тонкостях работы диджея. Вот каждый ли может стать диджеем? Всем это под руку? Да, главное иметь желание. И, наверное, основной инструмент — это слух и чувство музыки. И желание вот как-то все это подать народу. Я знаю... Это все... Я знаю, что ты создал группу диджеев в нашей республике, да? Инициатором послужил создание группы. Расскажи, сколько диджеев в ней состоит, и есть ли у вас конкуренция своя? Так, ну, наша группа — это, как бы сказать, неофициальная, но она все-таки есть. Это одно объединение, около 30 диджеев в нашей группе. В нем состоят в основном такие влиятельные диджеи, которые уже играют с 2090-х годов. Даже есть один из первых диджеев нашей Якутии, это Ваня Стил. Я вчера с ним пообщался, мне рассказал про Groove Zone 97-го года, где парни уже сводили с кассетных техниксов прямо на танцполе. И, конкурентов, у нас особого конкуренции такой нет в Якутии. Такого понятия, что кто лучше, кто хуже. Все-таки дружите, да, получается, наоборот? Да, конечно. А какие-то проблемы в работе случаются? Что самое сложное за время карьеры, возможно, случалось? Так, самое сложное в работе диджеинга — это, конечно, режим. В основном. Вот до пандемии мы официально работали до утра. Получается, у тебя весь день идет на сон, а днем как-то тоже работать надо, жить надо. Ты ходишь всегда сонный. Сон. То есть ночная жизнь, получается, да? Режим, ночной режим. Да. А делаете ли вы что-нибудь, чтобы оставаться в тренде? Существуют ли вообще какие-то понятия, как тренд, или все-таки вы верны своему стилю? Да, конечно. Получается, каждый диджей перед выступлением готовит свой трек-лист, проходит по всем актуальным трекам, то, что нравится народу, и то, что нравится себе, и с этой компиляцией он все уже на выступлении уже, получается, смотрит, что народу нравится, что не нравится, из этого состоит актуальность диджея. Михаил, а есть у вас идолы? На кого-то, может быть, равняетесь? Равняться, это слишком сильное слово. Просто есть диджеи, продюсеры, которые нравятся. Такая Камала, там, Phlegmatic Dogs наши русские ребята, Волоки, Брэд Галт, Марк Вольт, Нидерланды, Великобритания. Ребята классно делают в последнее время. А как вы видите свое дальнейшее развитие? Какие вообще планы на будущее стоят? Больших планов по диджеингу я не ставил, так как уже надо больше развиваться. Сейчас у меня вся семья, ребенок. Надо уже как-то потихоньку на второй план отводить диджеинг. Но бывают такие ситуации в жизни, да, наверное, в вашей профессии это распространено. Что делать, если народ не танцует? Как вы выкручиваетесь из такой ситуации? Бывает такое, согласитесь? Да, бывают такие ситуации, когда народ не танцует. Есть такое понятие, как психоанализ танцпола. Смотришь на контингент возрастной, на пол, и где-то находишь средний трек и ставишь на танцпол. Тогда выигрываешь. То есть надо вот все-таки еще какими-то психологическими особенностями тоже обладать, да? Без этого никак.
Но вы больше играете на молодежь. Интересно, какую музыку предпочитает современная якутская молодежь? Современная якутская молодежь, она делится на две группы, получается. Есть ребята до 25 лет, они более слушают сейчас новую школу рэпа. Рэп идет у них в основном. Рэп-трэп. И где-то до 35 лет они в основном слушают свои хиты своих лет. Это с 2000-х годов по сей день, которые выпускаются на радио и на всякие чарты. Со временем становится ли больше желающих попробовать себя в диджеинге? Да, очень много молодых диджеев стало сейчас в Якутске. И, я бы так сказал, что Якутск является как бы трендсеттером по диджеинге. Я понял, побывал в многих городах, послушал, что играют там диджеи, и играют здесь, в Якутске. В Якутске у нас развитие идет в ногу со временем. Западом, с Америкой. Здорово. Это хороший показатель. Михаил, что бы вы пожелали тем, кто начинает свой путь в этой сфере? Пожелал бы успехов, терпения, сил. И оставайтесь всегда актуальным. Михаил, что ж, спасибо вам большое. Мы и вам желаем дальнейших успехов в вашем творчестве. Спасибо за подключение. Спасибо. Отличного вам дня сегодня. Ну а мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване Арго. Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Ноутбуктарга сүйбе бір хәңгәдере чәпчәти. Респект, Джокускай, Ленин проспеган отут алтата. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что сегодня в 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 50 градусов. Атмосферное давление составило 755 миллиметров ртутного столба. Ветер, ожидается туман. Днем температура воздуха составит минус 45, минус 47 градусов. На календаре 20 января хочу напомнить, что сегодня удивительный день совпадений. Наверняка у вас в жизни были такие удивительные совпадения, или вы становились их свидетелями. Хотя о редких совпадениях обычно говорят, что такого не бывает. На самом деле, согласно теории вероятности, в жизни все возможно. Мы собрали для вас несколько самых странных фактов из истории нашего мира. Как говорил Альберт Эйнштейн, при помощи совпадений Бог сохраняет свою анонимность. В 1979 году два брата-близнеца встретились друг с другом спустя 39 лет. После того, как они в возрасте 4 недель от роду были разлучены в роддоме и в течение 37 лет не знали друг о друге. Но удивительно не их встреча и не то, что они невероятным образом узнали о существовании друг друга. Самое поразительное было, когда они встретились. Во-первых, несмотря на то, что у них были разные приемные родители, их назвали одинаковым именем – Джим. Оба брата очень любили математику и плотницкое дело. Во-вторых, оба брата сделали карьеру в сфере безопасности. Но еще более удивительно то, что они оба раньше были женаты на девушках, которых звали Линда. Оба они развелись и оба снова женились на женщинах, которых звали Бетти. У обоих близнецов были дети. У одного брата ребенка зовут Джеймс Аллан, а у другого Джеймс Аллан с одной буквой «Л».
Смерть Стивена Хокинга. Как сказал бы сам Стивен Хокинг, время относительно, но это не совсем объясняет, почему его смерть произошла именно в тот день, который многие считают довольно значимым. Стивен Хокинг умер в 139-й день рождения Эйнштейна, 300-й день смерти Галилея и день числа пи. Напомним, что великий мыслитель и физик-теоретик скончался 14 марта 2018 года. Даже такое мирное занятие, как чтение книг, иногда может привести к невероятным сюрпризам и приключениям. Удивительная история случилась со знаменитым актером Энтони Хопкинсом. Он готовился к съемкам фильма «Девушка с Петровки» по роману американского писателя Джорджа Файфера. Для изучения героя ему нужна была именно оригинальная версия произведения, которую он не смог найти ни в одном из книжных магазинов, ни в библиотеке, ни у знакомых. Актер было совсем отчаялся, но случайно наткнулся на забытый кем-то экземпляр нужной версии романа на скамейке в метро. Позже, когда он летел на съемки, то случайно, опять же случайно, встретился в аэропорту с Файфером, автором романа, который пожаловался Хопкинсу, что одолжил другу самый ценный экземпляр своей книги со своими пометками, а тот потерял книгу где-то на станции в подземке. Хопкинс показал Файферу найденную книгу и спросил: «Это случайно не ваша?» Это оказалась действительно книга Файфера со всеми заметками писателя на полях. Доброе утро. Мы продолжаем. Действительно удивительные совпадения. Они, я думаю, с каждым из нас хоть раз в жизни встречались. Тревожность у ребенка. С чем она связана и что делать в такой ситуации родителям? На эту тему мы сегодня поговорим с педагогом-психологом Центра психолого-медико-социального сопровождения Еленой Павловой. Елена, доброе утро. Доброе утро, Катерина. Ну, для начала, давайте определим, что такое тревожность, понятие тревожности и с чем она чаще всего связана. Тревожность – это, если простыми словами, это повышенная склонность человека к беспокойству, к волнению. И она бывает связана с ощущением чего-то страшного, того, что может с нами произойти, случиться. Некий страх неопределенности. Так, а как она появляется, зарождается? Это... Как правило, тревожность появляется еще в детстве. И здесь важно родителям обратить внимание на первые признаки появления тревожности. Какие это могут быть признаки? Во-первых, нарушение сна, проблемы с аппетитом, разные соматические заболевания. Чтобы их исключить, нужно обратиться сначала к медикам, чтобы провели диагностику. Если врач исключает какие-то болезни, он, скорее всего, вас направит к психологу. Еще к причинам возникновения тревожности относят частые проявления беспокойства, раздражительность, у подростков может проявляться. Также у детей бывают трудности с концентрацией внимания, повышенный тонус мышц всего тела, но чаще всего шеи и лица. Также тревожные дети склонны обвинять других людей и обвинять себя в том, что с ними происходит. Но тревожность – это всегда плохо или все-таки она бывает полезна у ребенка, у человека? Здесь стоит сказать о том, что различают ситуативную и личностную тревожность. Личностная тревожность, она с человеком идет, скажем, по жизни. Это уже устоявшаяся личностная черта. А ситуативная тревожность, она как раз действительно может быть полезной. Почему? Потому что она мобилизует все силы организма, все силы человека для того, чтобы справиться с какими-то трудностями, с жизненными неурядицами. А возможно ли, имеет ли место быть профилактики тревожности? Есть вообще такое понятие? Чтобы снизить тревожность, обращаются люди к психологам.
в частности, в наш центр. Как мы работаем? Семья обращается, звонит, записывается на консультацию, и психолог проводит коррекционные занятия с ребенком, но и с родителем тоже, потому что родитель – это авторитет для ребенка, да, и здесь происходит некая коррекция даже процесса воспитания, можно сказать. Вообще работа с тревожностью строится в 3 направлениях. Первое направление – это повышение самооценки, второе направление – снятие мышечного напряжения, и третье направление связано с поведенческими проявлениями. Как работают с самооценкой? Да? Родители могут даже дома сами помочь своему ребенку. Во-первых, ребенка нужно называть ласково по имени. Да? Всем приятно слышать свое имя. Также нужно хвалить ребенка, даже за маленькие достижения, да, за маленькие успехи. И ни в коем случае не сравнивать ребенка с другими людьми. Можно сравнивать ребенка с его достижения, с его прошлыми результатами. Да? Какой ты молодец! Ты сегодня сделал меньше ошибок в диктанте, чем, да, в прошлый раз, да, чем в прошлый раз. И психолог на своих консультациях может давать различные упражнения для повышения самооценки ребенка. Например, я использую, скажем, чемодан достижений. Да? На маленьких бумажечках ребенок пишет все свои достижения каждый день, хотя бы по одному достижению. То, что он смог сделать, то, что он считает важным. Получил 5, хорошо, помог маме, отлично. И складывают в этот чемоданчик. А потом, если наступает такой момент, стрессовый момент, когда нужна поддержка, родитель может достать этот чемоданчик и сказать: посмотри, пожалуйста, он ведь полон всех твоих достижений. Давай посмотрим вместе. Это поддерживающая, да, такая работа. Следующее направление – это снятие мышечного напряжения. Когда мы используем методы релаксации, методы дыхательные техники. Можем с вами как раз сейчас провести. Давайте попробуем. Что для этого надо? Для этого вам нужно представить, что в вашей руке, в правой, да, лежит лимон. Лимон. Да. Так. Можете закрыть глаза и почувствовать, какой лимон на ощупь. Какой он? Шершавый, тяжелый, какая у него корочка. Представьте, что он лежит в вашей руке, и начинайте потихоньку сдавливать его пальцами. Нужно получить лимонный сок. Так. Пытайтесь сдавливать и давить до такой степени, пока весь сок не выльется. Представляете, что сок стекает по вашей руке. Зажимайте до конца, напрягайте при этом пальцы рук, всю кисть, плечо. Сок выдавили, руку стряхнули. Напряжение из руки ушло. Представьте, что весь этот лимонный сок – это и есть ваша тревожность, да, и она постепенно ушла из вашего тела. То есть каждый день можно выполнять такое упражнение? Да, можно каждый день. Если человек напряжен, да, грубо говоря. Да. Здорово. Что ж, Елена, спасибо вам за такие хорошие рекомендации, за практичные советы. Желаю вам успехов. Ну и, конечно, я думаю, всем родителям будут полезны ваши рекомендации. Отличного дня, хорошего настроения, плодотворной работы. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра.